Каковы перспективы турсезона 2024 в Галском районе? Как исполняется бюджет и проходят мероприятия, призванные улучшить инфраструктуру? На эти и другие темы побеседуем с главой Галского района Константином Пилием. Сейчас он с нами на телефонной связи. Здравствуйте, Константин Эдуардович. Да, добрый день, Бела. Добрый день. Итак, начнем с туризма, так как не за горами этот сезон. Каковы перспективы в Галском районе в туристической сфере? Как вы видите это направление? Каковы, не знаю, какие-то действия, мероприятия, которые в связи с этим сейчас проходят? Может быть, есть какие-то новые маршруты, строятся новые объекты или организовываются какие-то, не знаю, события и так далее? Ну да, я понял ваш вопрос, и вообще меня вопрос немножко удивил, потому что вы как будто бы вы видели и знали, что происходит. У нас сегодня впервые в Гальский район отправляется из Сухума туристическая фирма отправляет туристов. Вот сегодня первый день, когда приезжают, так централизованно, организовано, вот 14 человек на 2 машинах. Сейчас тут мы их встретим. И это первый маршрут, о котором я говорил, был налажен именно с Ингургесом. Сейчас их туда проведут. Там уже определен маршрут. После этого приведут их в город. Как говорится, вкусненько накормят, угостят. И мы даже все это хотим заснять на наши Гал-медиа. Ну, как бы в унисон тому, вы уже впереди планеты всей, и вы уже узнали, что у нас вот такой вот туристический маршрут. Да, мы случайно я задала этот вопрос, ну как попали, видимо, мы случайно, но тем не менее мы знаем, что в этом отношении у вас что-то происходит, и поэтому как бы я задала первый вопрос в этой связи. Да, именно. Ну, еще Ингургес, сам это, конечно, режимный объект, и потому мы процедурно немножко, другая процедура. Это все, кто туристы, мы согласованы списки людей, подаем на нашим службам. Все-таки это режимный объект, и вот это вот такую вот отчетность нужно вести. Это никак не мешает, там мы предварительно все эти условия все выполним, так что посмотрим, как люди оттуда спустятся, опросим, поговорим с ними, узнаем впечатления, мы тоже будем анонсировать на наших медиа. Думаю, этот туризм в этом направлении будет расти, а далее по всему, что касается района, очищаем некоторые места на берегу моря и приглашаем туда вот наших там и туристов, и людей, кто в этом заинтересован, что пока для начала хотя бы такой порядочный городок, инфраструктуру мы туда подаем, электричество, там воду и все необходимое, чтобы это был такой палаточный городок на берегу моря. Константин Эдуардович, хотела чуть-чуть уточнения по этому маршруту, как он пролегает, понятно, из Сухума на 2 маршрутках выехали люди. Какие-то еще подробности, что предполагает этот маршрут? Какие там остановки, точки, рассказы какие и так далее? Да. Гиды. Я понял вас, Белла. Это первый, как говорится, первый блин, надеюсь, будет не комом. Вот они приедут сюда в город, посмотрят город, зайдут в кафешку, где хотят, сделают предзаказ, чтобы их потом покормили. Каждый, чтобы сам индивидуально себе заказывает еду. Потом они поднимутся на само это предприятие. Маршрут займет, наверное, где-то около часа, может больше, не знаю, посмотрим на обратном пути, как это их все... Их будет сопровождать гид, который будет рассказывать об какие-то вещи на Ингуре. Совершенно верно. Их сопровождает гид Руслана Гергидава, она этим занимается, заключен контракт с Ингургесом, там представлен человек, кто этим занимается, который будет вести их по маршруту определенному. Сейчас посмотрим, как у нас будет получаться. Потом опять спустятся в город, поедят, посмотрят наши достопримечательности, которые тут рядом, потому что это первый маршрут, и как таковой у нас еще точки, куда посмотреть, не определены. В общем, город посмотрит, как мы живем, что мы живем, поговорим с ними, и на первый раз посмотрим, как у нас это получается. Пока технически. Потом будем этот потенциал будем наращивать. Константин Эдуардович, сейчас пока я слышала только об одном маршруте, но, может быть, что-то еще предполагается, что-то есть в планах, а может быть, что-то уже и работает? Еще ничего еще толком не работает, но мы подготовили, у нас около, если я не ошибаюсь, 14 объектов историко-культурного наследия. Это старые храмы, и такие все старые объекты, и вот по ним сейчас будет проводиться работа. Мы пока их всех сфотографировали, создали такой рекламный буклет, все это у нас все готово.
как буклет, как журнал вот такой, вот, где можно посетить места. Ну, все это мы будем анонсировать на нашем СМИ, и вы тоже это увидите. Вот эти места готовим. Ну, плюс еще инфраструктурные, конечно, проблема, это проезды в эти места. Ну, сейчас будем заниматься тем, что наиболее приспособлены и где есть более-менее такая хороший подъезд, чтобы людям было удобно. В дальнейшем будем эту тему развивать. Это очень нужная и экономическая тема, одна из ведущих столпов экономики, и мы обязаны, и это нужно, чтобы галицкий туризм уже чтобы был уже у нас. Вот из тех объектов, которые сейчас есть в Галицком районе, я имею в виду памятники историко-архитектурного значения, да, наследия, что именно сейчас, сколько храмов имеют нормальные подъезды, чтобы подъехать, чтобы там провести экскурсию? Мне немного. Сейчас, чтобы вам тут, как бы говорить, более точно сказать, не все, они все труднодоступные. Вот единственно в селах, вот Таглан в селе, ну, ближайших селах, вот 2-3 селах, где можно посетить. Все остальное, все нужно делать, конечно, дорогу надо. Дороги-то есть, но их нужно подсыпать, их везде грунтовые приводить дороги. Порядок. Да, приводить порядок, чтобы было для удобства. Но это в дальнейшем будем развивать. Сейчас нам надо посмотреть, какое впечатление люди получат и насколько это будет актуально. Вот сегодня, наверное, часа через 2-3 у нас уже будет понимание, насколько это понравился этот маршрут, связано с Ленинбургесом, связано с Галицким морем, так называемым Галицким водохранилищем. Пока вот на 2 точки, как говорится, пока поедут. И посмотрим. По времени, сколько это займет, потом, ну, вот эти вот дела пока технические. Все остальное мы потом добавим. Вы начали говорить об объектах, в частности, упомянули палаточную базу какую-то. Вот расскажите подробнее, где она будет расположена, может быть, рассчитана на какое-то количество, какие-то подробности известны, или пока еще... Вам скажу, это в том же селе, о котором я часто говорю, это село Приморск, это эвкалиптовая роща, находящаяся прямо на берегу моря. И вот эту саму рощу я закрепил за определенными людьми на содержании этой рощи, чтобы мы там убирать, там ветки падают, обрезку делать такую положенную, и чтобы среди них можно было поставить палаточный город, это обыкновенные палатки. Там очень благоухает эвкалипт, там очень красивая вообще местность, очень красивая природа на берегу моря. Вот именно вот в этом месте, это в село Приморск. Ну, тоже дорога занимает минут 35-40 туда добираться. И она требует ремонта. Ну, она так, пока ей можно пользоваться, но ее надо содержать. Я просил тогда, обращался к правительству, чтобы попасть в инвестпрограмму, как говорится, и положить туда асфальт. Ну, не в этом году. Ясно. Не в этом году. Обязательно этот проект будет рассмотрен. Я думаю, нам помогут с асфальтной дорогой. Но пока она там где-то частично она асфальтная, частично она бетонная, частично она грунтовая. В сложном состоянии. Ну, для туриста, который не мотается вперед, а в один конец как бы доехал, да, и там находится, я думаю, будет нормально. То есть это вот один из объектов, который предполагается открытие уже к сезону. Да, уже к сезону, вот село Приморское, и второе это по селе Печора, сейчас нынешняя Пчара. Вот там туда идет асфальт, небольшой отрезок, буквально метров 100, там не хватает асфальта, ну, для этого дела это нормально. Ну, понятно, турсезон и подготовка к лету, видимо, сейчас уже должна активно проходить. И в этой связи что включает, какие еще мероприятия включены в этот процесс, скажем так, да? Не только там, не обязательно, нет. Я имею в виду, может быть, какие-то работы запланированы в преддверии летнего сезона. Конечно, запланировано. Сейчас мы тут готовим, да, если говорить даже о культурном, мы готовим Самурзака Нашта. Да. Готовим большое тут поле. Сейчас на днях буквально погода у нас сейчас будет дожди, после, как только устаканится, произойдет пахота для выравнивания, пахота и баранина для выравнивания поля, и там, чтобы мы с вами имели, для того, чтобы могли там и проводить и день города, и всякие мероприятия. А в плане жилищно-коммунальной сферы, ну вот мы готовим в ремонт, у нас в бюджете заложены средства, мы готовим дополнительные
резервные скважины для водоснабжения в городе. Район получает воду из водозабора речки 12 километров, и вода к нам идет как бы самотеком, но оно тоже там не всегда, в период засушливый, вот месяцы в районе может не быть, неделю, может быть, 3-4 дня может быть без воды. То есть вода-то есть немного, но напора не хватает, уровня в бассейне не хватает, и она не поднимается выше 1-2 этажа. Так, и вот это мы сейчас делаем резервные скважины, которые были предыдущим главой, были начаты, но тем было не завершено. Сейчас мы включили себе бюджет и их восстанавливаем, дополнительный резервуар накопительный, и потом врезаемся в общую систему, чтобы у нас не было перебоев с водой. И сколько таких вот точек надо делать скважин? Вот сейчас скважин, там около 5 скважин. Сами скважины есть. Скважины. Вот теперь нужно с этими насосами там разобраться, да. Потом они должны закачивать в накопительный резервуар и подключиться в общую систему водоснабжения. Какие-то сроки обозначены уже этих работ? Это должно быть. Мы уже сделали заявку и уже, наверное, на следующей неделе будем объявлять тендер на проведение этих работ. Знаете, мы тут в районе, хотя даже имея понимание, кто бы этим лучше справился бы, наверное, выполнить работу, но мы все равно будем организовывать тендер, будем объявлять и будем ждать те организации, которые нам за наименьшую цену выполнят тот же объем работы. Это касается, первого, это водоснабжения, второе, это, если вы помните, в 2020 году, когда только пришла наша команда, мы занялись очисткой основной центральной реки Квишона, которая идет по городу. Это нам удалось, если вы помните, избежать всех практически подтоплений. Вот во всех районах Абхазии, там где-то топило, где-то место, у нас практически тут не топило. Единичный случай. Это нам потому, что мы почистили эту реку. Сейчас эти работы тоже мы сейчас производим. Мы тоже в ближайшие месяцы мы должны опять пройтись по всей этой реке. И в некоторых местах река подмыла участки и угрожает домовладением. Где-то подпорную стену будем делать. Плюс еще центральный наш мост, подмыта одна пора. Центрального моста, очень опасный мост, и на это тоже средства. Вот сейчас этими делами занимаемся. В общем, из-за таких делов необходимых в районе, как вы себе представляете, очень много. Все зависит от тех возможностей, которые у нас есть. Мы как-то стараемся свои доходы растягивать, чтобы везде понемногу хотя бы поддержать вот это хозяйство. На вот эти крупные объекты, которые вы перечислили, как там опоры мостовые и еще там вы перечислили, какие суммы выделены из бюджета? Достаточно? Первое, там в 2 этапа. Первое финансирование 16 миллионов. 16 миллионов. Это какой объект? Это авансирование на все три мероприятия. Это водоснабжение, это вот эта опора моста центрального нашего въездного, тут прямо в городе, который находится, и очистка реки Квишона с дополнительными опорными стенами в 3 или 4 домовладениях. Будет русло очищаться, да, реки, я хотела уточнить? Русло очищаться, углубляться и строительство опорных стен в тех домах, где оно подмывает участки и угрожает домам. Вот вы говорили о мероприятиях по водоснабжению, да? Можно ли сказать, что если они будут выполнены, вот то, что запланированы эти скважины в 5 селах, можно ли сказать, что проблема водоснабжения в районе будет решена или останется еще какие-то места? Нет, Белла, я говорю сейчас о городе и о это только город. Шашикварском и о селе Шашиквара. Все остальные села, нижние зоны у нас не подключены к сети водопровода. Вообще не подключены, понимаете? Это глобальная проблема. Хотя бы сейчас обеспечить город и ближайшее село, докуда доходят, как говорится, коммуникационные трубы. Все остальные села, нижние зоны, нигде практически водопровода нету. У людей колодцы, кое-где есть скважины. Вот в таком формате мы работаем. И вообще нам нужен большой проект по реконструкции схемы водопроводной сети по району. Я буду обращаться в правительство, буду просить поддержку. Нам нужно хотя бы иметь для начала проект восстановления. Средства будем искать потом. Сначала нужно иметь понимание,
где что надо делать? проводить, где должна быть труда, когда труба, что делать. По-простому говорить, что делать. А потом финансы будем искать, это второй вопрос. Но и проект восстановления тоже, конечно, реконструкции, и сам проект водоснабжения тоже стоит немалых средств. Ну, на это, думаю, мы справимся. То есть такие планы есть, они разрабатываются, насколько я поняла, да? И так будет что-то меняться в этом отношении? Ну, конечно. Я уверен, что когда мы восстановим вот эти наши скважины, по крайней мере, город и ближайшее село будет уже обеспечено бесперебойное водоснабжение. Все остальное будем думать поэтапно. Как обеспечивается Галский район из госбюджета? Ну, из госбюджета мы обеспечиваемся, да, в полном объеме. Вот если доходная часть бюджета на 2024 год, это 355 миллионов, из них 57 миллионов, это местные доходы, то, что мы зарабатываем тут сами. Все остальное, межбюджетный трансфер, это в совокупности, это 290 миллионов. Он тоже делится на субсидию и дотацию. Субсидированные деньги, это направляется на оплату основным категориям работников в сфере образования, здравоохранения, культуры. Это прямо на заработную плату тем непосредственно, у педагога, у кого часы, да, понимаете, у работников здравоохранения, кто непосредственно занимается лечением, без такого другого персонала, без охраны, без сторожей, без водителя, это те непосредственно, кто занимается людьми. На их субсидия 163 миллиона. И основная дотация 135, тоже на те, как говорится, дыры бюджета, которые мы сами не вытягиваем. Простите. В общем, то есть все выполняется. Республика, если какие-то небольшие задержки бывают, по выплате заработной платы, заработная плата в приоритете, мы местные доходы туда перенаправляем, потом нам республика возмещает. Простите. Что касается местных доходов, да, за счет чего вот эти доходы? Какие, можно сказать, там бюджетообразующие компании, скажем так, работают у вас? Налоги и платежи, обычный режим. У нас, как бы сейчас сказать, бюджетообразующих прямо предприятий крупных. Но тем не менее, может быть, кто-то платит больше, да, вот по налогам. Да. Какие-то предприятия? В основном частная компания, это те занимаются, которые выращивают голубики, у них все четко. Это вот сейчас вот у нас строительство 2 заправочных станций, это и с них подоходные налоги собираем. И все предприятия, находящиеся тут около 400 индивидуальных предпринимателей, занимаются в районе, в общем, около, по-моему, 63, если не ошибаюсь, вообще это общество ООО, фирм. Да, вот компания. все в совокупности, все нам дает возможность. И небольшие налоговые, арендные платежи, которые непосредственно попадают в саму администрацию. Все это собирает нам местные доходы в районе 57 миллионов рублей. А какова вот динамика? Больше становится местных доходов? Растем. Я докладывал на отчете президенту. У нас 132% перевыполнения бюджета. Против прошлого года у нас динамика роста идет, налоговая выполняет по всем показаниям, по всем перевыполняет. Плюс еще администрация тоже тут наши отделы стараются и получаем и аренду. И растем. Вся проблема, конечно же, вся одна и та же. Вся, как говорится, старая проблема. Людям надо дать завтрашний день. Люди должны видеть, что надо дать надежду, что тут они должны у себя дома расти, созидать, вырастать, выращивать детей на родине в Республике Абхазия. Раз затронули эту проблему, да. Видимо, она очень тесно связана и с трудоустройством в районе, да. А если предприятия, которые как-то обеспечивают занятость, да, населения, вообще какая ситуация по району? Возможно ли какое-то положительное решение, положительная тенденция в этом вопросе?
Да, да, ну, скажу как есть, да, даже если я попаду под критику, да, наших политических оппонентов, что тоже нормально, оппоненты всегда должны быть. Вы как-то добились много лет, вы тоже, наверное, знаете, 2 года, и депутаты парламента, и все добились возвращения исконных абхазских фамилий, если человек генетически, вообще фамилия он абхаз, что он имеет право на претендовать на гражданство. Эта процедура парламент принял, президент подписал, но сама процедура еще не запущена. Но она будет и легче. Раньше было так, ранее была такая процедура. Ты должен был получить паспорт гражданина как грузинской национальности, и получая паспорт гражданина Республики Абхазия, потом ты должен был обращаться уже как гражданин с документом, обращаться в Министерство юстиции о изменении своей национальности. Сейчас процедуру упростили. Можно обращаться видом на жительство, обращаться сначала в ЗАГС будет обращаться на ШАБНИ, будет устанавливать об исконности фамилии и дальше по процедуре. Но это так, как планируется, но еще саму инструкцию нам Министерство юстиции не спустило, прорабатывается. То есть процесс пока не запущен? Процесс пока не запущен, но я на связи с министром юстиции. И понимаю, но там сложности с подзаконными актами и с инструкциями. Ну, в течение, я думаю, недели, 10 дней, скорее всего, эта уже процедура будет запущена. Далее, людям ранее было, если так вы помните, сроки видов на жительство заканчивались 5-летними, и люди, сдавая старые для получив новые, им нужно было доказать еще необходимость нахождения тут 5 лет до этого документа. Это 5 сложностей, это отсутствие справок, отсутствие документов, отсутствие регистрации в милиции. И парламент тоже поддержал, и сейчас сдается старый документ, вид на жительство, фотографируется, и сразу выдается и уже вид на жительство на автомате на 10 лет. Паспортная служба работает очень четко, я даже слышал благодарности за то, что они все это оперативно делают, не задерживают. И в Сухуми поправили свое техническое оснащение с аппаратом, с специальным принтером. Так что эта работа ведется у нас в ежедневном режиме и нареканий не вызывает. А как восприняло население вот эти новшества? Да, с конечно, переменной фамилии и вот конечно, с паспортами и так далее? Конечно, с благодарностью. Да, они понимают, что мы за них боремся. И еще одна тема, которую я не оставлю в покое. Это дети, рожденные в Республике Абхазия. Я в любом случае депутатами буду добиваться, насколько у меня получится, не знаю, но буду добиваться, чтобы дети, рожденные в Республике Абхазия, родившиеся у нас в стране, в нашем роддоме, прошедшие наш детский сад и закончившие нашу школу, чтобы они стали нашими гражданами. Я буду за это бороться. В любом случае. Ну, вот вы все-таки сказали, да, о планах на перспективу. Вот это одна из сторон, скажем так. Что еще вы предполагаете, вот, ну, не знаю, в ближайшее время или там в небольшой отдаленности? Что будут предпринимать местные власти еще? Вы имеете в виду вопросы документирования или вообще? И документирование, и, в принципе, может быть, какие-то мероприятия, которые... По документам мы дальше этого не пойдем. Вот о чем я вам сказал. Да, вот по виду на жительство на 10-летний срок решили, о возвращении исконной фамилии решили. И сейчас еще один вопрос по документированию наших детей. Вот мы с вами говорили предварительно, да, вот говорим о Тамбовском, да, там о тамбовчанах, которые приезжали. Да. Вот они приезжали с Тамбовского университета, проводили несколько по профориентации, со школьниками. Встреч, со школьниками. И с это тоже такой процесс вовлечения, да, вот в наши абхазские, внутриабхазские дела и взаимодействие с Россией. Это очень интересно. Будут предоставлены и лимиты предоставляются, но опять-таки кто поедет? Кто поедет? Это очень сложно. Мы вот даже Сочинский университет, университеты, кого детишек через Россотрудничество, нам Жанна Махтеевна помогла, и все они очень сердечные люди и понимают необходимость. У нас было, дается на год загранпаспорт. Чтобы получить студенческую визу, хотя бы надо на 2 года, понимаете. И все вот это опять-таки, ни одного ребенка сейчас Константин Эдуардович,
Да, это, не наверное, сможем тема, направить. да, для отдельного разговора. Я думаю, что мы Конечно. продолжим обязательно. Конечно. Я вас благодарю за беседу, очень подробное интервью. Спасибо вам большое, успехов в ваших делах, на вашем поприще. Спасибо. О перспективах Благодарим вас. турсезона этого года в Галском районе, мероприятиях, призванных улучшить инфраструктуру, а также в вопросах профориентации в школах. Да, мы говорили с главой Галского района Константином Пилья. Спасибо. Главный